Здравствуйте, уважаемые телезрители! Общественная организация ПЕИПШ-21 в эфире телеканала Абаза ТВ продолжает новый проект «Сила общества». Это цикл круглых столов о представителях гражданского общества нашей страны, работающих в разных сферах жизни, в экологии, в медицине, в защите прав детей, культуре и многих других. И сегодня мы будем говорить именно о культурных инициативах, культурных организациях и площадках. Это уже целый пласт истории нашей страны, ее культурологической составляющей, тесно переплетающейся со многими другими сферами нашей жизни. С удовольствием представлю вам наших гостей сегодняшних. Это руководитель Фонда культуры Абхазии, экс-министр культуры, народный артист республики Кесоу Хакба. Директор частной галереи Агава, один из постоянных и активных участников творческого объединения Ассоциации свободных художников, заведующая кафедрой дизайна АГУ, кандидат педагогических наук Елена Лабаху. Соорганизатор и сокуратор культурной площадки «Склад» Асида Будва. Соорганизатор и сокуратор культурно-деловой площадки ГУМА Виктория Беби. Спасибо всем, что вы сегодня присутствуете здесь. Начнем с первого блока вопросов. Он, в принципе, простой. Это как возникла идея создания общественной организации? Это было веление души, это было запросом общества. Как это происходило? Кесоу, начнем с вас. Спасибо. Фонд культуры вообще был создан, вот когда началась перестройка. Она была учреждена учредителями и государством. Первым председателем Фонда культуры у нас был Сергей Шамба, потом Вова Зентарья, потом я. Но если то, что мне касается, я, честно говоря, даже до войны, в советское время, через Союз театральных деятелей, я, так получилось, что очень активно начал работать в партнерстве государства и общественных организаций, оказание помощи театральным работникам. Мы тогда и познакомились с Бубичем, мы Бубичем называем Будба, и договоренность была, и были выделены деньги, начали строить на этом партнерстве для актеров в центре города Сухум. К сожалению, это война, и этот проект не состоялся. Во время войны я был представителем Верховного Совета Абхазии в Украине, и там я начал сотрудничать с международными организациями Украины. Из всех проектов, которые я бы хотел отметить, то, что нам удалось, это круиз представителей народов Черноморского побережья на корабле с участием абхазских ведущих писателей Алексея Гогу, Вова Зентаря, Денис Чачхаля. В списке, когда этот круиз формировался, это делали общественные организации европейские, украинские, с Фондом культуры с абхазской стороны. Первым в списке была Абхазия. Естественно, Грузия отказалась участвовать, но этот круиз состоялся. И второе, то, что с Украиной удалось сделать, это гастроли во время войны, гастроли Абхазского драматического театра со всем репертуаром в Киеве. Конечно, финансирование было с украинской стороны, это Владимир Степанович Танюк тогда помогал нам. Мы организовали гастроли, почти 5 спектаклей мы играли в Киеве. Дальше мы организовали съемки студий, телевизионных студий Украины. С абхазской стороны Фонд культуры, а с украинской стороны это были общественные европейско-украинские организации, телевизионные компании. Они снимали фильм, очень хороший большой фильм, я думаю, что на архиве осталось, «Правда о войне в Абхазии». Второй документальный фильм, где большое интервью Владислава Ардзенба и Сократа Рачевича. Еще что мы смогли в Украине делать, это мы помогли с Лесем Степановичем тогда, чтобы во время войны поступали в высшие учебные заведения, особенно то, что касается музыки, консерватории, чтобы
повышения квалификации наши певцы проходили. Из всего этого еще мне очень хочется, когда Юра Покальчук был такой, он жил во Франции, в Париже и в Киеве, это большой друг абхазских писателей. И мы стали друзьями. Во время войны, после освобождения Гагры, он приехал, и когда ему рассказали о Олеге Чанба, который на дельтаплане бомбил вражеские объекты, он так был восхищен, сделал большую статью на французском языке, на английском языке. И на основании этого он написал повесть «Икар», абхазский отец Икар, на украинском, на французском. Эта повесть был издан финансированием Фонда культуры и общественной организации Киева. Сейчас мы предоставим слово Елене Лабаху, предоставим слово. Как происходило зарождение вашей организации? После войны 1993 года мы решили с друзьями создать галерею. Была война, была разруха, и был такое необходимость создания какого-то культурного центра. То есть это была такая духовная потребность. И вот мы сформировали тогда галерею Агава. И первую выставку, которую мы сделали выставку старых абхазских фотографий. То есть мы по семьям их собирали, выставляли, и была задача показать лицо абхазцев, какие они были как бы в историческом плане, в прошлом. Она имела очень популярную выставку, и тогда находились миссия ООН, и они приходили, я помню, удивлялись, что все абхазцы стоят вооруженные. И они спрашивали, это дворяне? Мы говорим, нет, это простые крестьяне. То есть в той ситуации, в которой мы находились тогда в замкнутом таком положении, показать, кто мы есть и какие мы есть, было очень важно. И в 1998 году Владислав Григорьевич, тогда возникала идея создания фонда Сороса, с нами вели переговоры. Было очень тяжело, потому что мы понимали как бы опасность этой организации, но с другой стороны мы находились в блокаде, не было денег, не было ресурсов, и Владислав Григорьевич изыскивал любые возможности, чтобы как-то продвигать культуру, науку, творчество. И он тогда позвал Ливарсу Будба и предложил ему, может, вы создадите такую организацию независимую свободных художников. Вот Ливарса к нам подошел, и была такая идея принята создание творческого объединения свободных художников. И я вам скажу, что тогда же вот мы с Кисо и Ромат Бар тогда возглавлял экологическую организацию. Для того, чтобы уйти от формальностей взаимодействия, что фонд Сороса филиал как бы Грузии, было принято решение, что 3 независимые организации становятся учредителями. Это был нонсенс. Но благодаря этому, вот Кисо тоже напомнит, сколько было проектов осуществлено, профинансировано, помогли творческой интеллигенции и писателям, ученым и так далее. Это был, в принципе, такой один из основных ресурсов в то время. Я скажу о главной задаче, которая стояла, вот как бы была галерея Агава и был Союз свободных художников. Мы всегда ставили задачу поднять важные для общества темы и показать как бы развитие культуры и сделать перспективы ее развития в дальнейшем. Ну, а среди таких больших проектов это вторичный раскоп сгоревшего Абни. Он сгорел. Материалы не представляли как бы с научной точки зрения, но они были артефакты наши. Вот ребята раскапывали. И когда в 2000 году мы сделали выставку, тогда сделали Батал Джопу, Тимур Дзидзари, Эли Какава, коллекцию старинного абхазского оружия, 36 предметов, восстановленных с археологических раскопок. И рядом с ними висела одна стена, вторичное возрождение сгоревших материалов Абни. И я с гордостью могу сказать, что в то время, когда в 2000 году прошла выставка, фактически кузнечное дело было забыто в Абхазии, оружейное именно кузнечное дело. И на сегодняшний день у нас уже есть союз оружейников, у нас есть ежегодные выставки. Но вот импульс был дан так, и там в тот день, я не могу это с гордостью сказать. Мы обращались к таким темам, как продолжение творчества, и это было очень важно. Ежегодно мы проводили выставки, причем пытались поднять очень высокую планку,
говорить об искусстве высоким профессиональным языком. И у нас есть куча вот отзывов, где люди говорили, мы потрясены, что в окружении разрухи, в такое состояние, и у вас такое жизнеутверждающее искусство, и на таком высоком профессиональном уровне. Асида, что такое склад? Почему именно такое название? Когда оно появилось и вообще когда возникла идея? На самом деле идеи появления склада не было никогда. Вернее, она появилась позже, после того, как появился склад, собственно. Появилась первая выставка, которую мы делали с моей подругой и коллегой Таней Юргуновой, которая называлась «Обстоятельства места и времени». И это была выставка по следам образовательной программы, которая у нас была сделана совместно с швейцарским фондом, со швейцарскими художниками. И сама эта программа, она была довольно любопытной, потому что это, по-моему, был 2014 год. Заезжает, значит, группа студентов, художников из Базеля. Я собираю группу, значит, абхазских художников, и они работают все вместе, и мы поражаемся тому, насколько вот этот вот наивный, как бы ничего не понимающий взгляд вот этих швейцарцев, которые еще находятся внутри более такого типа современного искусства и таких более концептуальных практик, вот, и вдруг вот это вот все сталкивается, и появляются какие-то очень странные, любопытные вещи, которых мы до этого не видели. И для меня этот опыт был настолько ценным, что мы решили сделать выставку, которая была гораздо шире, и мы пригласили туда кучу товарищей, которые не были в образовательной программе там, и так далее. И вот в тот момент как-то мы поняли, что нам очень интересно. То есть типа, нам очень интересно делать что-то именно на стыке вот культур, да, международного сотрудничества, вообще понимания того, где границы нашего понимания, что можно делать и чего нельзя делать, где искусство, а где не искусство. Вот в тот момент это стало понятно. Очень много людей приходило туда, говорило, что вот что-то какая-то лажа, дерьмо, вообще зачем вы все это делаете? Вот, при этом была, естественно, там какая-то небольшая группа людей, которая была, о, вау, восторг, в первый раз тут такое видим. Но мы как-то больше шли относительно своего чувства, и мы поняли, что нужно продолжать. Вот. И у нас была намечена следующая выставка, потом там затесался Архип Лабахо, и с Архипом тоже была очень любопытная история, потому что Архип хотел сделать очень минималистическую выставку. И вот как раз этот склад драматического театра, огромное спасибо Абхазскому драматическому театру, который тогда воспринял нас достаточно серьезно для того, чтобы просто отдать нам на несколько месяцев бесплатно часть склада. Потом мы его уже арендовали, подписали с ним договор. Вот. Но тут появляется Архип и говорит, я хочу сделать минималистическую выставку. Никогда такое не делала, вот такое вот, чтобы все белое-белое-белое, и там вот что-то такое маленькое стояло. Вот. И я помню, как, например, заходили посетители и говорили, а где выставка? По-моему, Архип Лабахо вообще не работает, он вообще ничего не сделал, у него тут 3 каких-то... Вообще-то ему, конечно, поработать нужно дома. Вот. И вот как-то так это у нас эмоционально цеплялось, и мы поняли, что мы хотим остаться в этом месте, мы, собственно, хотим продолжать заниматься дальше вот этими странными вещами. Вот. И вот на тот момент мы создали организацию, подписали контракт с драматическим театром и начали думать о том, как сделать так, чтобы это могло продолжаться. Вот, и оно продолжается до сих пор. Спасибо, это очень интересно. Перейдем к следующей площадке. Это культурно-деловая площадка ГУМа. Сегодня нас интересует ее культурная составляющая. Ну вообще, как возникала сама площадка? Ну вот мы с моей коллегой Хибой Возмой об этой площадке задумывались и думали, пока еще были студентами, пока это было все в другом формате и в другом виде. Мы видели, какой невероятный, грандиозный потенциал у этой территории, и не только самого помещения, но и за его пределами. И вот потихонечку, долго-долго и медленно развивая темы, финмодели, как оно должно выглядеть, как оно должно работать, мы пришли к тому, что современная тенденция реинновации культурных и индустриальных помещений, зданий, она идеально подходит к этой ГУМе. И нам хотелось, чтобы было именно не просто вот какое-то очередное выбеленное, выкрашенное здание, а чтобы это было со всеми трещинами, со всеми вот достоинствами и недостатками, и мы бы
не закрывали и скрывали их, а наоборот подсвечивали, гордились своим прошлым. То есть, да, была война, да, у нас вот такое здание, которое текло, но теперь оно вот наполнено новой молодой силой, может вот так вот работать. Мы разделили изначально на 3 зоны. Получается, первая зона — это вот сам культурный зал, который мы с вами сейчас видим. У нас была зона кинотеатра и зона фудкорта. Такое разделение, дифференциация, она была обоснована экономически, но помимо этого мы сделали эту территорию и площадку очень демократичной. То есть мог прийти любой совершенно человек, который хочет проявиться, там, показать свои картины, не знаю, танцы. Пусть они будут не поставлены идеально, правильно, и эти движения не будут заученными, но если это, например, сирийские репатрианты, которые сохранили эту культуру на своей территории, в своем народе, смогли ее привести сюда, почему бы их не показать? И на самом деле тихо-тихо эта площадка стала набирать обороты, и ее демократичность привела к тому, что очень многие люди, которые боялись показываться и проявляться в таких более структурных, камерных помещениях, зданиях, немножко с нажимом, там делали это с удовольствием. А дифференциация на несколько территорий привела к тому, что объект изначально был интересен и экономически, и культурно. Осуществление любого проекта требует в первую очередь финансовых вложений. Найти для человека, который выдвинул гражданскую инициативу, таких помощников всегда составляет большую задачу. Как вам это удавалось, Кису? Ну, честно говоря, я в общих фразах человеческое отношение все решает. И политика, и государство, и империя, все я понимаю. Но человеческое отношение я понял, будучи уже рос без отца, я понимал даже в деревне, что человеческое отношение решает все. И когда я начал работать уже председателем фонда культуры, вот просто строить без государства, просто находить доноров, спонсоров, очень много зависит, насколько ты искренен и не врешь. Это очень важно. И насколько ты сам предан. Это очень важно. И с кем ты говоришь, насколько, если у человека нет понимания, восприятия литературы, изобразительного искусства, кино, театра, тогда ничего не получится. Но мне везло. Один из проектов, я просто хочу рассказать, вот только в Абхазии, без зарубежных спонсоров, это по предложению после войны Гугуца Джикерба, директор Гудаутского музея, предложила сделать выставку про Владислава Григорьевича Адзенба, ну, нашего лидера. И я не ожидал. Мы сделали выставку, это было абсолютно большое событие. Столько отзывов мы получили, особенно от детей-школьников. Потом мы эту выставку провели по всем районам. И все это спонсировал Заур Джотович Адзенба, ну, этот проект. И до сих пор этот проект, потом она родилась фотоальбом тоже он оплатил, где-то 1,5 миллиона единиц. Она распространилась, разошлась. Ну, один из таких очень важных проектов, который было воспринято независимо от возраста. Даже вот дети с 1 класса что писали после посвящения этой выставки, и после того, как мы им дарили, как они целовали, обнимали альбом, это просто такое удовольствие. Любой проект, который связан с культурой и искусством, да, с духом, и тем более, когда это ты делаешь для родины, для страны, которая нуждается в рекламе, нуждается, ну, такая, и ты это делаешь, ты получаешь сам огромное удовольствие. Насколько абхазская земля богата меценатами, теми, кто понимает силу искусства и готов на это выделять свои средства? Ну, мы как-то по-другому, мы работали, в принципе, большей частью самостоятельно. Вот, и единственное, вот у нас Владислав Григорьевич купил коллекцию оружия, это было одно. И второй, как-то у нас был тоже в галерее, Владислав Григорьевич вышел, говорит, что у вас такое здание разрушенное. И вот они выделили деньги, 15 тысяч рублей, и покрасили фасад здания. Остальные проекты, ну, поскольку мы были с творческими людьми, которые и делали творческие вещи, это было больше всего такая инициатива. И вот даже оформление города к 5-летию, 10-летию Победы, вот тогда занимался Тимур Кайтан, Батал Джопа. Это было только личное желание, в принципе. То есть
нам не платили денег за это, скажем так. Но, может, было такое время, когда мы понимали, что любая мелочь и понимание чувства свободы, независимости, что мы наконец-то свободны, и нам так громко хотелось сказать о абхазской культуре, о ее достижениях и о собственности. Все, что годами темы были закрыты, и мы это вот, может, упивались этим чувством, я не знаю. Но шло понимание со всех сторон, то есть вот поддержка была от людей простых, вот я просто каких-то таких-то громких проектов с денежным участием не могу сказать, не вспомню, но это было неважно. Мы даже сами вкладывали, чтобы сделать выставку, чтобы показать, чтобы оформить работы. Помогали художникам продавать работы. Ну, как бы время другие задачи. Может. Да, вот этот энтузиазм, который тогда существовал, сегодня во многом остался в прошлом. И художники сегодняшние, вспоминая те времена, говорят, что это было золотое время. Вообще, это целая плеяда имен, большая часть из которых сегодня, к сожалению, уже... Согласна. Это Тимур Кайтан, это Ливар Сабудба, это Анзора Гума, это Борик Дионова. То есть мы создавали творческое объединение, это оно так называлось, но это не были только художники. Это была интеллигенция, которой мы в разных формах хотели проявить явление культуры. Я вот продолжу кисовую мысль. Вот как бы сегодня ситуация чуть-чуть другая, мы говорим там о экономических проблемах, о создании курортной зоны и так далее, но мы четко понимаем, и вот кисо эта мысль тоже прозвучала, что единственное достояние, которое есть у абхазцев, это их культура, как настоящая, так и прошлое. Мы сегодня в условиях глобализации можем зайти только собственным лицом, а наше собственное лицо – это наша культура. Современная культура, прошлая культура, ее адаптация к современным вариантам. Мир меняется, и вот они входят с новым лицом и показывают, что ничего не чуждо нам. Но эта новая культура – это тоже наша культура. И даже когда мы говорим о туристах, да, но человек приезжает, отдохнул, выкупался на море, до сих пор наша галерея была включена в список объектов для культурного посещения. Мы с 2004 года закрылись. У нас до сих пор с путеводителем люди приходят и говорят, тут у вас галерея. Это говорит о том, что духовный голод и желание приобщиться к культурам, оно существует у всех людей. И просто как бы едой ты не насыщаешься, тебе нужна еще духовная пища. Сегодня приоритет и вложение в денег – это в культуру, потому что культурный человек и потребляет тоже меньше, потому что он не только животными инстинктами живет. Чем выше мы поднимаем уровень культуры в обществе, тем общество благополучнее становится, даже не деньгами, а идеями. Асида, вы уже сказали, что склад — это более современные, не совсем традиционные иногда формы искусства. И еще более интересно, кто тогда вас поддерживал на этапе становления? Мне кажется, что, ну, во-первых, мы самоорганизация, и мы понимаем, что то, что мы делаем, это наша инициатива, и это нужно нам, это нужно другим людям, но нам это нужно прежде всего. И в смысле основателям или да, тем людям, которые занимаются площадкой. Вот, и это очень мозаичная структура, она не, как бы, она очень во многом склад основан благодаря колоссальному количеству бесплатной работы, как сказала Елена Лобахова. Тут же энтузиазм. Да, тот же энтузиазм, понимание того, что нам это нужно, для нас это ценно, мы хотим это делать. Это энтузиазм огромного количества людей. Это тот же самый драматический театр, который нам на несколько месяцев дал безвозмездно помещение в пользование, да, и доверял нам достаточно, что мы там будем нормально себя вести и так далее. Вот. Я бы сказала, что уже во вторую очередь это финансовая поддержка. Но опять же, так же, как сказал очень важную мысль Кисоу Хагба, это то, что это все время про взаимоотношения. То есть те люди, которые как бы поддерживают склад финансово, это тоже некие отношения с людьми, где они понимают, что мы делаем. Изначально это была вот та самая швейцарская организация, с которой мы уже очень давно сотрудничаем, как бы эпизодически, да, то есть сейчас им становится гораздо тяжелее работать здесь, как бы проблемы с визами и так далее. Вот. Но эпизодически мы с ними что-то делали. Это было очень важно. Первые 2 года, по-моему, они нам
давали деньги на аренду, понимая, что наша инициатива важная, и она очень важная здесь для молодых художников, для нас там, и так далее. Вот. И, честно говоря, я не отрываю нас, как организаторов, от зрителей, потому что мне кажется, что когда ты организатор, ты самый лучший зритель и участник своей площадки. Дальше это были разные фонды, тоже, опять же, с которыми мы строим отношения. Это Амшра, это благотворительный фонд Асарки. У нас было пара проектов с UNDP. И для нас это все вот... Как бы для нас это все безумно ценно, да, потому что скажем так, без финансов все-таки площадки стагнируют, или ты не можешь осуществлять проекты, которые требуют чуть большей сложности, чем взять то, что здесь лежит, да, то есть если, например, ты хочешь работать с художником так, чтобы кураторски с ним развивать его проект, то нужно каким-то образом это делать. Если ты хочешь сделать чуть более сложную экспозицию, то тебе на это нужны деньги. Если тебе нужен какой-то культурный обмен, ты хочешь кого-то привести, то тебе нужны на эти деньги. Вот. Но, опять же, это супер важная часть, но она как бы вторична относительно идеи, да, то есть типа самого финансирования без как бы очень четкого понимания того, что ты хочешь с этим делать. К сожалению, послевоенная Абхазия — это множество заброшенных мест. Таким местом когда-то была площадка ГУМа. В 2019 году, когда вы начали осуществлять свой проект, еще мало кто мог подумать, какой она станет через буквально пару лет. Как это было? Кто вам помогал? Тут наша история кардинально отличается от многих. Тут как получилось, что это был 19-й год, как раз перед ковидный. У нас строгая финмодель, как мы будем делать, что, какая последовательность, и тут ковид. И у нас стал вопрос, либо мы делаем это, то, что задумали, либо мы отпускаем. И вот тут мы физически, не знаю, насколько это правильно говорить, мы продали свои хорошие машины, мы заложили собственные квартиры, мы брали кредит, и мы начали вкладывать полностью и финансы, и себя в эту ГУМу. Вы не представляете, какой это был на тот момент риск, что нам говорили, вообще никто в это не верил, у нас не было абсолютно никакой поддержки, только мы сами. Дальше, когда проект начал двигаться, мы пригласили потрясающего дизайнера, у нас создалась великолепная команда, вот Ширида Тужба, Хибла Возбая, и вы не представляете, как это все происходило. До начала это было просто очистить место от того, понимаете, запаха и мусора, который там был, это было уже колоссально. Очень нервно отнеслись соседи поначалу, что вы будете делать, вот такое прекрасное место. И когда в конце эти же соседи физически, когда мы там не успевали к срокам, как естественно, как и должно быть, они стояли, и незнакомые нам люди приходили и красили с нами вместе стены, кто-то делал электрику, какие-то взрослые потрясающие красивые абхазские женщины вместе с нами подметали, чтобы мы успели это сделать вовремя. Был такой невероятный эмоциональный драйв, когда вдруг ты своей идеей абсолютно заражаешь всех остальных. И это было просто потрясающе. Наши друзья, которые уходили не раньше 2 часов ночи с площадки, ребята, которые снимали эти помещения и павильоны, недавно мы встречались, вспоминали, что они сами докручивали лампочки и делали электрику. И эта идея, тот драйв, с которым мы к этому приступили, насколько мы готовы были рискнуть. То есть вы представляете, что такое продать собственную машину и ходить пешком, но не отказаться от собственной идеи. Поначалу мы подавали проекты, писали, конечно, никто не верил, что мы такое сделаем, никто нам не согласовывал. Но когда уже прошел год, и проект, правда, зажил, и зажил ровно вот так, как мы о нем мечтали, это было потрясающе. Вы просто не представляете, вот те чувства, ваши журналисты тоже были, когда мы привозили поезд, наполненный солдатами, там театрализованное представление, его встречают местные люди. То есть, правда, у людей на глазах были слезы. Это вот было такое сумасшедшее одушевление, и таких невероятных проектов было множество. Это акапелла на лестнице, это выставки Ливарса Будба, где люди с собственных домов приносили картины. Вы представляете, с Москвы нам передавали картины Ливарса, чтобы весь народ абхазский смог увидеть это достояние нашей культуры. Мы позволяли себе садиться троем и думать, что самое невероятное мы можем сделать, как мы можем использовать эту площадку.
И знаете, когда это дело вот пошло, в нас стали верить, стали предлагать свою помощь. То есть из той позиции, где мы просим, и нам отказывают, поначалу же никто не мог поверить, что нам может быть дойти до конца. Вдруг мы оказались в той позиции, когда к нам стали приносить, и мы стали обдумывать, подходящий ли это проект, имеет ли он смысл и суть. У нас огромное количество социальных проектов, вы знаете, что там Ашан Слои, многие проекты, которые мы там перед Новым годом проводим, они имеют невероятный успех. Там около 500 пожеланий детей, которые были сделаны, они были разобраны в течение 2 недель. И там за большой срок до Нового года их уже не осталось. То есть это было, ну вот правда, приятно, эмоционально было такое наполнение, что ты можешь иметь силу характера и довести это до конца. То, что там за кадром остается, никто не видел. То есть мы приходили в 6 утра, мы убирали этот мусор, нам было очень неприятно, как и любым другим, но мы понимали, что это дело, где мы всем рискуем, от имущества до собственной, не знаю, такой правильной репутации, и это было вот, ну, прям потрясающе. Вы помните, у нас не было 1,5 года окон, и когда начинался зимний период, у нас были лекции, физически я думала, как они высидят. Люди сидели в пуховиках и в куртках и слушали там лекции невероятных наших преподавателей о каких-то там особенностях, тех, которые ты в обычной жизни не услышишь. Стало таким местом притяжения для молодых, демократичным, позволяющим быть кем угодно, то есть совершать ошибки в танце, совершать ошибки в литературе, но при этом быть. Читали стихи у нас. Помните, были веерные отключения? Мы сделали культурное включение, и у нас на время веерных отключений мы зажигали свечи, и у нас молодежь приходилось читать стихи. Вы просто себе не представляете, какая она у нас талантливая. Вроде бы казалось, что интернет, соцсети, мы можем позволить себе это все увидеть, но там это прям проявилось невероятно. А в дальнейшем уже, конечно, у нас была и поддержка и от государства, и от города, от комитета. То есть потом, видя, что мы работаем, мы стали получать и обратную связь. Возвращаясь к Фонду культуры Абхазии, Кисо, вы уже начали рассказывать о проектах. И на тот период это были одни из самых первых проектов послевоенной Абхазии. Они позволяли нам выходить на международный уровень. Это было и в плане культурной борьбы, и в плане информационной борьбы очень важно. Вы уже отметили ряд проектов, но вот самые важные в этой составляющей, чтобы об Абхазии узнал мир, чтобы вы могли отметить. Я быстренько расскажу, как вообще это Огин Крамбек, у него общественная организация, у него были связи по всей Европе, как он попал в Абхазию. Когда началась война Абхазии и Грузии, информация же была в Германии, что мусульмане Абхазии убивают древних христиан, грузин, и он помогал Грузии, и он от Эдуарда Мросовича получил серебряный кинжал за то, что 70 тысяч марок, тогда марки были, он с первой, когда поездку привез, какие-то помощь бойцам, которые освобождают Грузию от абхазов. И он случайно попал в Москве в кругу Сергея Рамовича Рутина, вы знаете, мой друг, журналист, и в кругу он рассказывает, какие сволочи Абхазии, он ездит, помогает Грузии. И Сергей Рамович там сидел. Сергей Рамович, видимо, он так сумел, говорит, это вы неправду говорите. Правду, если хотите, поехали, если коротко, да, поехали, я вам покажу правду где. Он говорит, поехали, они приехали на границу, был Рудик Хагуш такой, деятель такой, и как провести блокаду, вообще никого не пропускают, нельзя проходить. Рудик работает, но потом ходил, потом старший офицер сказал, нарисуйте, говорит, красный крест, картон найдите, повесьте ему, и мы скажем, что он от Красного Креста, и вы его проведете в Абхазию. Таким путем они его провели, это в январе. И первое, что он начал, он посмотрел больницы, попросил, Люда Сагари была переводчицей, и посмотрел больницу, я сейчас не буду рассказывать дальше, до ремонта нашей больницы 79 функциональных кроватей, которые мы из Германии привезли. Это, там и не было ни матрасов, ни кровати. Великолепный рентген он привез. И к чему я рассказываю? Когда я он попросил встречу с Владиславом Григорьевичем, они долго говорили,
Но Исаак Григорьевич говорит, очень многие приезжают, там рассказывают, как они хотят помочь, правду узнать, но они отсюда уезжают, но то же самое повторяют. Он сказал, нет, я по-другому сделал. Потом я его повез к маме, это зима, света нет, 2 часа ночи мы пришли, и мама встает, и он так, мама идет, обнимает, она мне спрашивает, поздно, говорит, зачем такого был, он очень крупный был, такого большого человека ты привез, у меня нечем кормить, говорит, сейчас он кушать не хочет. Почему я рассказываю, когда она узнала, что он хочет знать правду об абхазах, она говорит, можно я, в середине разговора хочу я ему вопрос задать. Он говорит, пожалуйста, мама, пожалуйста. Мы, говорит, на нас напали, мы здесь живем, наши могилы, веками мы здесь жили, она у меня была образованная, и мы защищаем наши могилы и землю, и никто нас не поддерживает. Почему московская власть не поддерживает, вы не поддерживаете? Вы же все говорите, что правду хотите, истину хотите. И он так заплакал, обнял ее. Дальше я не буду рассказывать нюансы, один из больших проектов, что он добился сделать, он повез нас вот 41-е паспорта, которые мы в Будаутах получили, вообще эти паспорта даже в России не признавали. И показывал нас, вот Абхазии, это не грузины. Разов 4 мы ездили туда, в Германию, а потом он добился на Франкфурте на Майне, он там жил, его мать, она была вообще удивительная женщина, они организовали большую фотовыставку «Правда о войне в Абхазии». Очень большая реакция была. После этого, то, что он организовывал гуманитарную помощь, привозил фуры с таким трудом, не пускали, это чеченский кризис был, я не буду рассказывать, но все равно 35 фур он привез в Абхазию. Особенно он помогал в Министерстве образования и Министерстве здравоохранения. Самое главное, я задавал ему вопрос, вы можете себе представить, он напечатал в немецкой прессе 1886 публикаций об Абхазии. Каждый раз он коротко, я говорю, зачем вот это все вы делаете, мы же не понимали. Каждый раз я напоминаю Европе и Германии, что есть Абхазия, есть отдельная Абхазия, это не грузины. И самое главное, что он добился, это я сейчас расскажу, это надо рассказать, он добился, выступал в Бундестаге 1:40 часа, добился от депутатов, что пригласили лидера Абхазии в Германию. Он добился, он нашел доноров, оплатил билеты, целая делегация во главе с Владиславом Григорьевичем в Германию на 10 дней. Билеты куплены, за 2 дня до вылета я сижу у Владислава Григорьевича, звонит Примаков, говорит, что Шеварднадзе и Кинкель, Кинкель был министр иностранных дел Германии, очень попросили, чтобы ты не поехал, я им дал слово, я прошу тебя, воздержись, а пускай другая делегация едет. Мы там поехали, все, которые были намечены встречи с Владиславом, они с нами провели, это председатель комитета по внешним сношениям. Обидно было, когда нас повели, показали пресс-конференцию, где должно было состояться, и зачем вся идея пригласить Владислава, какой смысл был, он хотел показать Ардзенба, лидера Абхазии, чтобы ему задавали вопросы. Все аккредитованные агентства были приглашены, до 40 микрофонов целлофановыми накрыты, ждали Владислава, и он не смог приехать. Но несмотря на это, он очень многое сделал для Абхазии. Это один из таких людей, который плакал от радости, когда он раздавал лекарства, он раздавал вещи, он сам распределял здесь церкви, и он плакал от радости. Культурные проекты всегда сопряжены со многими другими направлениями. Вот то, что Кесоу рассказывал, это борьба Абхазии за информационную составляющую, за то, чтобы о нас знали, о нас слышали и слышали правду. Насколько ваша организация тоже сталкивалась с такими моментами?
Когда ты делаешь искренне, от души и выкладываешь в это свои душевные силы, свой энтузиазм, ты получаешь отклик у людей. И вот мне очень важно, то есть сейчас уже идет круглая дата к тому, как мы открыли галерею, исполнится, в 1994 году мы начали этим заниматься. Меня уже несколько лет мучил вопрос о том, что те люди, с кем мы начинали, их сегодня нет рядом с нами. Ну вот я уже говорила, Ливарса, Тимур, Анзор, Борик Джонуа, Славик Хурхумал, Ляля Хурхумал, Тимур Кучуберия, да, много-многие. И они все были личностями. И потеря таких, вот Армат Харашвили, вот таких, потеря таких значимых личностей, она вообще огромный удар по культуре. Вот Утар ушел безвременно, ему 40 лет было всего. Он занимался, исследовал традиции деревообработки в Абхазии и использования его в современном виде. У него была куча наработок. Вот ушел человек, и с ним ушел целый пласт культуры. То есть ушла куча знаний вместе с ним. И вот это самое страшное. И вот мы смогли издать там одну книгу там, о творчестве художника там, Батала Джопа. Да? Если бы у нас была бы поддержка, я думаю, каждый из них. Нет, мы говорим Тимур Кайтан. Ну что мы о нем знаем? Отрывочные сведения, отрывочные работы. Цельного исследования нету его творчества. Нету такого цельного исследования Ливарси Будба. У нас горела картинная галерея, да? Это же ужас в чем? Потому что за нашей спиной уже нету того пласта культуры, на который мы можем опереться. Многие говорят там о знаковых художниках, но для меня ужаснее то, что погибли работы абхазских художников. Другие какие-то известные люди еще где-то существуют. То, что там было, Тария Лампар, Сергей Габелия, да, этого нету, и нету нигде, то есть нету ни фотографий, ничего. Мы остались, люди не помнящего родства, мы остались без прошлого. И поэтому факты культуры, они как ничто требуют исследования и требуют печатных изданий, вот я так вижу. Потому что осталась книга, осталось слово о человеке, остался фильм, осталось слово о человеке. Сейчас кучу информации мы говорим, но она не зафиксирована. И завтра следующее поколение к этому обратиться не смогут. Только наши красивые воспоминания. Мы вместе с Ромой Лабия сделали такой небольшой сюжет о деятельности галереи. Я буду презентовать этот фильм. Но именно не о полной ее деятельности как таковой, а о тех настроениях, которые были, и атмосфере. Мне было важно передать именно атмосферу. Атмосферу, вот то, что сегодня я среди вас это чувствую. Слава Богу, эта идея не умерла. В это желание что-то делать, дело свое посвятить важному делу и вложить свои силы. И она находит отзыв. И пожелание такое, да, все-таки раз мы об этом говорим, хотелось бы, чтобы вот такая инициатива людей имела поддержку государства, страны, меценатов. У нас, к сожалению, меценатство как такое, как вкладывание денег и получать удовольствие за то, что ты вкладываешь деньги в искусство, в культуру, к сожалению, нету. А это только то, что может, еще раз повторюсь, сохранить нас, позволить нам сохраниться и позволить нам развиться. Возвращаясь из прошлого в настоящее, можно сказать о том, чем вы сегодня живете, что сегодня представляет из себя ваша галерея и ассоциация. Ну, а творческое объединение как бы не работает на сегодняшний день, просто остался круг людей, которые как бы мы что-то там делаем. Ну, из таких вот как бы знаковых проектов, это вот реконструкция, Батал занимался Джопо, реконструкция Абхазского лука. Это и в 2016 году фактически все наши друзья вошли в клуб АФРХ, это клуб традиционной стрельбы из абхазского лука. Но это еще то же самое дело, как и все предыдущие. То есть это как оружие, которое было утеряно, как лук, который был полностью забыт и который сейчас восстановился. И вот уже как бы это массовым стало явлением, хотя вот у истоков там стояло 5 или 6 человек. Всегда надо ставить максимальную задачу. На сегодня максимальная задача – восстановить исторические ристалища. То есть, чтобы их восстановить, надо восстановить полностью воина, каким он был, чем он занимался, как он вооружался и так далее. То есть это такие какие-то этапы. Мы продолжаем делать и культурные проекты. То есть у нас вот вышел проект по старинному башлыку. Это был тогда мы с аквафоном проводили 12
форм завязки как бы абхазского традиционного башлыка. Я занимаюсь костюмом, исследую его. У меня сейчас тоже выходит статья по традиционному плетению. Есть такое традиционное абхазское плетение, галунное плетение. И я его исследовала именно с точки зрения его связи с европейскими культурами. То есть, что это мне хотелось показать, что мы не развивались в отрыве от мира, что это все взаимосвязано, и это как бы цельный этап. А какие бы вы проекты отметили, Асида? Вы уже сказали, что сама площадка вот на грани такого нового искусства, которое не всегда воспринимается обществом. Может быть, даже кто-то для себя открывает эти виды искусства. Что вам удавалось за эти годы? Да, может быть, я немножко зацеплюсь за предыдущий вопрос, который вы задавали, Рустам, про голос Абхазии, скажем так, в глобальном пространстве и за возможность сказать свое слово. Да, вот этого мы делали, кстати, очень много. То есть я здесь собьюсь со счета проектов, в которых это было, и для меня это является очень важной частью нашей деятельности. Мы делали, например, резиденцию для международных художников. Она функционировала, по-моему, года полтора, и мы это делали на собственном энтузиазме. Это не был проект, это не было профинансировано. Но в итоге, например, из этой резиденции вышли выставки, которые прошли в Стамбуле и Белграде под моим курированием с британской художницей. Вышли фильмы, которые попали на, я не знаю, там, лондонский международный фестиваль и так далее. Я сейчас не вспомню всех регалий, но, в общем, это получились совершенно случайным образом посредством сотрудничества с хорошими художниками и умными людьми, да, у которых есть лояльность к проектам, которые они выбирают, да, к резиденции, в которую они приехали. Для меня это было бы счастье вот это вот продолжать, но пока что нет такой возможности. Вот. Это международные образовательные проекты, где тоже, я не знаю, десятки людей приезжали сюда и узнавали о том, что это такое, и также продолжают думать об этом месте. Кто-то возвращается, делает свои фильмы, показывает их за рубежом и так далее. У нас был, например, сайт резиденции, у которого была очень большая посещаемость, огромное количество людей, которые подписались, например, на наши новости для того, чтобы приехать в эту резиденцию. Если меня просят написать что-нибудь для международных, я не знаю, интернет-порталов или изданий, я всегда это делаю, потому что я понимаю, что это большая возможность вот вставить свои 5 копеек, да, и дать голос, месту, у которого не так много возможностей говорить на международном уровне. Мы это делали и хотим делать. В смысле проектов тоже, опять же, их достаточно много, даже тех, которые, собственно, например, проект, который у нас был с оживлением станции ГУМа в 2017 году на один день, и это было вот... То есть это была как бы шутка, но в итоге оказалось, что это не шутка. Видите, да. На самом деле я абсолютно верю в то, что какие-то вещи, которые происходят из искусства и культуры, да, то есть наше воображение, оно движет нашу жизнь. Наша жизнь, она происходит напрямую из нашего воображения. Если у нас нет воображения, да, если мы не можем себе представить, что здесь может быть, то как бы жить эту жизнь дико скучно, неинтересно, это будет скорее процесс распада, да, нежели чем созидание. Вот. И, например, сейчас то, что для нас очень важно, то, что мы делаем, это процесс работы с молодыми художниками над их выставочными проектами, это работа с молодыми кураторами, потому что мне кажется, что кураторская практика, она должна сюда прийти, и она очень важная. То есть это тот момент, когда ты не автоматически репродуцируешь какую-то форму, да, ты думаешь о том, что это за форма, как это показать, как это контекстуализировать. И самое интересное в этом — это, наверное, создавать возможности для вот этих молодых художников, для молодых людей, для того, чтобы они могли попадать в эти международные ситуации. Я думаю, что в условиях изоляции Абхазии, и она достаточно серьезная, причем это не только изоляция как бы от вот этого непонятного западного мира, но еще и, например, мы особо не работаем с Россией, да, то есть найти, например, варианты работы с даже российскими современными художниками, это сложно. Для меня очень важно, чтобы вот те люди, которые сегодня, с которыми мы работаем, чтобы они встраивались, обретали свой голос, встраивались в этот контекст профессионально, серьезно, понимая, что они делают. Вот, наверное, как-то так, да.
И, конечно же, еще очень важны просто даже попытки вот зайти в какие-то новые формы. Опять же, для меня это лично очень важно. Например, у нас было открытие выставки недавно с абхазской художницей из Москвы Никой Лакарба, где, например, это было такое перформативное открытие на выставке «Я хотел бы стать камнем». Это было для меня, это было совершенно потрясающе, то, что я никогда здесь не видела. И мне кажется, что вот это было такое абсолютно синергичное ощущение у публики, когда все улетели в какое-то новое пространство, которое создается. И вот для меня каждый раз, когда я вижу что-то такое новое, что происходит, и оно работает, оно откликается у людей, кажется, они понимают, что это такое, да, на уровне абсолютно невербальном, каком-то физическом, где-то на подкорке. Вот. Для меня это супер важно, и для меня это обычно обозначает, что вот это вот, наверное, дорожка, которой нужно уделить больше времени в будущем и сделать дальше что-то в этом направлении. Говоря о том, что мы открываем Абхазию миру, и в то же время для Абхазии открывая мир, вот в этом контексте площадка ГУМа, я думаю, тоже работает. Расскажите, пожалуйста. Ну, на самом деле, за эти неполных 4 года у нас было около 200 проектов, от мелких, где мы давали возможность детям садиков показывать свои картины, они их продавали в счет, например, Ашана это шло, до грандиозных паралонгируемых проектов, где мы параллельно на территории Абхазии в 3-4 разных городах проводили ряд мероприятий. Но вот из таких проектов, которыми мы очень гордимся, потому что вот туда мы, правда, вложили очень много, это проект по виноделию. Вот вы знаете, мы проводили фестиваль имени Ачпа по виноделию, и получается, вот если есть какие-то организации, которые сепарируются, то у нас получилось так, что мы объединили очень многие, очень разные организации. Тогда было прям потрясающая составляющая других площадок. Например, Апсны парк предоставил нам некоторые артефакты со своей территории. У нас музей проводил лекции и привозил артефакты винодельческой абхазской истории оттуда. У нас до самого этого винного фестиваля было 3 или 4 месяца, которые были абсолютно наполнены кучей мероприятий, лекций, практических занятий. И таким образом огромное количество виноделов, которые раньше не проявляли себя, не показывали, они стали завсегдатой нашей ГУМы. Очень многие древние и необычные сорта винограда, которые в том числе дарили нам и которые сегодня растут на ГУМе. И так получилось, что на 2-й, на 3-й год проведения этого фестиваля к нам уже стали приезжать международные организации, очень много стало приезжать с России людей. То есть сейчас нам заранее звонят и спрашивают, можно ли нам вот на эти даты забронировать, когда нам приехать, что мы можем привезти, сколько можно с собой привезти вина и насколько оно должно там соответствовать каким качествам. То есть это было так потрясающе, и вы понимали, что и музей, и Министерство культуры, и Министерство сельского хозяйства, отдельно взятые самостоятельные площадки, многие организации стараются соучаствовать, помогать, даже там не в финансовом, а просто в эмоциональном плане и поддерживать. Это вот было потрясающе, мы просто понимаем, что потихонечку наши проекты стали выходить за рамки ГУМа. Вот вы сейчас знаете, у нас от площадки ГУМа был концерт в пещере. Через границу провозили орган, его было очень много сложностей. Пещера тоже очень помогла. Динара Гудиевна передавала стулья, которых нам не хватало. То есть как-то так стало, что наша площадка, она очень позитивная и по-хорошему объединяет. И потихонечку этот проект вышел за территорию нашей ГУМы, и он стал такой какой-то международный. Подытоживая весь этот блок информации, я хочу вот к КИСу обратиться. Насколько, руководствуясь всем опытом, большим опытом, который вы уже сегодня имеете, что сегодня не хватает нам в нашей культурной жизни, какие вопросы следует освещать и выводить на первый план и сегодня, и сейчас? Если по мне, да, вот, честно говоря, когда вывозишь спектакль на фестиваль, ну, не ради галочки, и этот спектакль признается один из лучших, это кайф, это удовольствие, да, этим заниматься. Самое главное, чтобы мы научились вот здесь создавать произведения, которые можно вывести, показать, и этим ты открываешь себя миру, и мир тебя открывает. Это очень важно. В этой части мне очень повезло, я вам скажу, связано с театром, когда Ольга Дубинская, я познакомился, она приехала сюда, она посмотрела коллектив хоровой капеллы,
она посмотрела ансамбль после войны, блокада, она посмотрела детские хореографические ансамбли, она посмотрела ансамбль «Кавказ» новый, который создан был. Она вообще, вот везде разруха, света нет, воды нет, лифты не работают, ужас, да? Она это смотрит, она говорит, это как это у вас? Как это у вас получается? И она после встречи с Владиславом Григорьевичем, она сказала, что я буду вывозить. Он сказал, не получится, потому что наши документы, паспорта ПСОЛ не признает. Вы хотите куда-то повезти? Это я решу. Удивительно. Я просто буду перечислять. Государственная хоровая капелла, она вывезла тогда первый раз вот это пасхальный фестиваль, Гергиевский фестиваль, всемирно известный. И до сих пор ездит. Да? Государственный ансамбль песни и танца. Она ну, я помогал. Ну, фонд культуры, все, что я мог, человеческие связи здесь, с абхазской стороны, Шаратын она вывезла. И начала организовывать фестивали для театра. Она говорит, этот театр надо показать миру. Начали с международного европейского фестиваля в Болгарии, где мы шикарно прошли. Пловдив получал звание культурный центр Евросоюза. Оттуда мы поехали в Сибию. Этот же древнейший город в Румынии получал звание культурный центр Евросоюза. Там 2 спектакля, здесь 1 спектакль. Мы были один из лучших. 83 государств, Америка, Англия, молодежные театры. Ну и один нюанс просто, когда вот это, который помогал через Дубинский Дмитрий Минченко, он сейчас Эдинбургский фестиваль возглавляет. Он говорил, когда каждому коллективу 80 европейской, американской, да, каждому коллективу, руководителю интервью 5-7 минут. Он сказал, я прошу вас, Валерия Михайловича, возьмите, сколько он хочет, пускай вытащите из него, как он может такие спектакли делать. Да? Но, ребята, мы вышли тогда через эти фестивали, не только европейские, а по нашей инициативе были организованы самые лучшие фестивальные площадки Украины, Белоруссии, Москвы и Санкт-Петербурга. Мы везде прошли, особенно этот спектакль «Махаз», «Кёджинские перепалки», «Жизнь есть сон» и «Самоубийца». Я вам говорю, вот тогда есть все материалы напечатанные в Европе и в России. Мы в этот период, блокадный период послевоенный, Абхазский театр, благодаря постановкам Валерия Михайловича Ковеля, она была одна из первых театров, которые интересны были всем. Да? Но сейчас, я вам скажу, эти спектакли уже постарели. Сейчас, чтобы опять возобновить, да, нам нужны свежие силы, свежая кровь, молодые режиссеры, молодые актеры. Сейчас не так просто получается. Вроде бы и спонсоров много, и денег, но мы не смогли за этот период воспитать. Очень важно, чтобы мы научились воспитать вокруг национальной культуры всех видов искусств молодых профессионалов, которые будут производить на духе абхазского, на духе языка абхазского, я не знаю, как старшее поколение делало. Если это получится у нас, вырастет молодое поколение, которое будет производить продукт, за который не стыдно по всему миру. Это очень важно, воспитать детей, будущих профессионалов по всем видам искусств национальное. Вот об этой проблеме вы уже говорили, Елена, и все-таки поколенческая передача культурных ценностей, этот духовный культурологический вакуум, который складывается, как вы видите, как его нужно решать, эту проблему? Я опять же КСО продолжу мысль. Лицо нации, я все равно уже 3-й раз это повторяю, но это самое важное. Лицо нации – это его культура, это его традиции. И при этом нужно входить на высочайшем профессиональном уровне. То есть мы не можем быть маленькими несчастными в области культуры. Мы можем показать высочайшие образцы. Культурой надо высоко быть, и поэтому должна быть высокопрофессиональная. И вторая часть, мы не можем говорить только об архаичной древней культуре. Мы живем в современном обществе, и эту культуру, мы должны ее нести, но давать ей новую современную интерпретацию, и она будет интересна. То есть когда
говорим, что есть современная культура. Всегда очень спорный вопрос, точно так же, как что есть современное искусство. Да? То есть либо это какие-то новые тенденции, либо это то искусство, которое есть сегодня, а оно всегда есть конгломерат твоих чувств, твоих воспоминаний, твоего прошлого опыта, твоего впечатления и переосмысления его в современность. И вот этот язык всегда очень интересен. Но еще раз повторю, на сегодняшний день то, что происходит в мире, так уже, как работали мы на энтузиазме, это невозможно. Это должна быть государственная программа. И я все-таки считаю, приоритет не экономика, а приоритет культура. И вот если выделить вот эти приоритеты и массово в них вкладывать в образование, в материальную базу образовательную. У нас, например, вот у меня группа в университете 15 человек, например, там 25 графических дизайнеров. Творческая специальность такая, она особенная. Это штучный материал, и этот штучный материал надо выращивать. А чтобы его вырастить, нужно создать мощную базу. И то, что говорила, девочки тоже сегодня говорили, у нас проблема большая. То есть мы закрыты миру, мы закрыты со стороны Запада, и мы закрыты со всех сторон. В результате весь мир может заявить о себе, а мы не можем. Вот я недавно смотрела, палестинский певец, которого знает весь мир, он там откуда-то вышел. Ну, палестинцы могут выйти, а мы не можем. 30 лет прошло, мы до сих пор имеем кучу проблем, мы не можем пересечь границу, повести работы и привести их обратно. У нас столько проблем с вывозом произведения искусства через границу, с выставками, что ты не захочешь этим просто физически заниматься. Мы не можем ехать в другие страны. И вот это вот наше состояние, нам нужно пробивать все эти рубежи, нам нужно давать возможность нам развиваться, нам нужно давать нашей молодежи показывать лучшие образцы и давать им развиваться. Но это без поддержки государства, без государственных программ это невозможно. Мы будем свое делать, мы никуда не денемся, но наша работа была в десятки раз эффективнее, если бы была бы такая поддержка. Проблематика обозначена, и то, что делает склад в последние годы, конечно, это тоже во многом ставит и вопросы, и находит ответы. Как вы видите ситуацию, как продолжать, что нужно делать в первую очередь, чтобы решать эти проблемы? На самом деле, как-то хочется, да, поддержать то, что сказали коллеги, потому что это правда важно. И у меня есть... Вообще удивительно было, что там 6, 7, 8 лет назад, когда мы делали свои основные международные проекты, и мы тогда думали о том, что мы только-только начинаем, и мы можем, вот это все куда-то расцветет, да, и тут мы оказываемся в ситуации такой добровольной изоляции совершенно, когда люди хотят с нами работать, но их привести сюда невозможно практически. Вот эта вот невозможность осуществлять международные проекты, она, вот, например, Панама, она бьет, да, потому что для нас очень важно это делать, и мне кажется, что для Абхазии это очень важно, да, потому что мы все-таки часть глобального мира, да, мы кладем сюда свой iPhone, но почему-то мы постоянно живем внутри европейской культуры, да, мы потребляем очень разный контент, но почему-то для человека проехать границу — колоссальная проблема. Почему? Я не очень могу это понять. То есть наверняка существуют какие-то важные политические причины, но по культуре это очень бьет, и это очень бьет, потому что мы можем делать. Второй момент — это, конечно же, образование, и на самом деле это международное сотрудничество, оно также нужно для образования очень во многом, потому что ты должен понимать, что ты делаешь, ты должен уметь рассказывать о себе, у тебя должно быть хорошее портфолио, ты должен уметь его физически сделать, ты должен быть достаточно подвижным в смысле того, с кем и как работать, да, потому что активный художник — это не тот художник, который сидит дома и рисует, к счастью или к сожалению. Сегодня от художника требуется гораздо больше. То есть тебе нужно знать английский язык, скорее всего, тебе нужно уметь продвигаться, тебе нужно контактировать с кураторами, не знаю, с какими-то разными площадками, уметь писать имейлы. Вот. К сожалению, сейчас этого нет вообще, даже близко. Поэтому для меня
очень удивительно было бы, если бы вот как бы это движение вовне оно происходило, так оно и не происходит именно из-за этого. Поэтому мне кажется, что здесь очень важно как бы уделять внимание этому, и мне кажется, что очень важны образовательные программы, которые вот даже вот такие вот достаточно простые вещи, да, но они не простые, они очень ключевые для того, чтобы жить в этом мире. Вот, и да, и фактически, наверное, я согласна с Еленой по поводу государственных программ там, и так далее, но вот у меня иногда еще такое желание, чтобы, ну, вот, может быть, просто не мешали. То есть мы с огромным, правда, любим то, что мы делаем, мы справляемся, мы находим заинтересованных партнеров, мы образуем комьюнити вокруг себя, заинтересованных художников, кураторов. Хотелось бы, чтобы мы просто себя чувствовали в безопасности, скажем так. Ну, это проблема современного искусства, что его не все воспринимают. Это не только проблема современного искусства, это в целом, мне кажется, проблема того, что эту поляризацию здесь каким-то образом кормят. То есть, что вот эта вот поляризация, она происходит, и она сказывается на разных сферах. Сферах современного искусства или любых других. Мы когда создавали свою частную галерею, после войны нам сказали: ой, что это такое, у нас есть союз художников, они хотят отделиться, надо принять решение, чтобы им не давали никогда заказа, потому что только работать надо через... Это нормальный процесс, этапы развития, примут вас, пройдет, все пройдет, но это неприятие, принятие и развитие. Насколько сегодня вы со всем своим опытом работы видите будущее, в чем основные задачи, в чем проблемы, которые нужно решать? Давайте на примере. У нас сейчас при поддержке администрации президента проходит проект, где у нас 8 лекций, посвященных именно национальным абхазским особенностям. Например, сейчас у Нудара Викторовича Чанба была лекция об особенностях абхазской музыки. Дальше у нас будет Батал Джопо про особенности стрельбы. Также у нас там было про абхазскую ткань. Большое количество детей мы привозим с разных районов. Очень хочется, чтобы эти дети могли это увидеть второй раз, третий раз. Мы понимаем, что какие-то вещи, которые рассказываются на этих лекциях, они настолько потрясающие, вроде бы простые, вроде бы логичные, но о них мало кто знает. Мы понимаем, что на эти лекции, трансляция даже этой лекции в социальных сетях вызывает такой интерес и ажиотаж. По мне, одна из главных проблем – это пролонгация. Не должно быть временного, должен быть результат и последовательность. Последовательность, в принципе, мне кажется, в любой сфере, будь то, не знаю, культура, экономика, юриспруденция, это везде важно. То есть именно она показывает устойчивость и интерес со стороны общества к этому направлению. Для меня вот сейчас очень важно, чтобы вот эти наши проекты, они не угасали, а имели возможность, пусть не у нас, пусть это будет в других городах, пусть это будет на другом совершенно уровне, больше или меньше, но чтобы они дальше жили. Мне очень приятно, что у нас есть такие невероятные специалисты, просто которых слушать одно заглядение, да, и вот хочется, чтобы кроме нашей площадки, их могли услышать и увидеть за пределами. Дай бог, сегодня есть социальные сети, сегодня есть интернет-ресурсы, которыми тоже можно пользоваться. А если это прославляет нашу страну, то, конечно, мы только рады. На этом все. Благодарим наших гостей за участие в проекте. Напоминаю, что вниманию наших телезрителей представлен цикл круглых столов «Роли гражданского общества в развитии нашей страны». Спасибо и до встречи в эфире.